Ну а теперь новость с пометкой «Молния». В России вслед за абхазскими полицейскими тоже возбудили уголовное дело по факту убийства нашего соотечественника в пригороде Сухуми. Дипломаты рекомендуют туристам проявлять осторожность в связи с ухудшившейся криминогенной ситуацией в республике. В МВД Абхазии перешло на усиленный режим работы. Сообщается, что к поиску преступников подключен почти весь личный состав. На трассах выставлены спецпосты, досматривают практически каждый автомобиль. Разбойное нападение на туристов из России совершено на диком пляже. Две семьи с детьми отдыхали у моря, когда покой их нарушили вооруженные люди в масках. Информацию обобщила Дарья Масалова. Гудаутский район, курортный поселок Ачундара. Встретить на улице кого-то из местных жителей или отдыхающих практически невозможно. После нападения на группу туристов люди без надобности стараются не выходить из домов. Место преступления оцеплено. На всех подъездах и вдоль дороги к морю выставлены патрули. Найти убийцу россиянина Андрея Кабанова пока не удалось. Спецназ-кинологи тщательно прочесывают местность и досматривают всех, кто вызывает малейшее подозрение. Поиски ведут из воздуха. Не исключено, что убийцы могут скрываться в непроходимом лесу. Вся проблема в том, что зацепок у правоохранителей ничтожно мало. Приметы нападавших неизвестны, они были в масках. Поблизости ни жилых домов, ни камер наблюдения. За любую информацию о преступниках в МВД Абхазии готовы заплатить награду – 1 000 000 рублей. Преступление было совершено на берегу моря, где двое неустановленных следствием лиц в масках, вооруженные огнестрельным оружием, неустановленного образца и холодным оружием, ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих из города Москва. Продолжая свой преступный умысел, преступниками были похищены супруги Кабанова и Чижикова с детьми. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены. Детали спецоперации по освобождению заложников пока не разглашают. Вероятнее всего, грабители отпустили их по дороге. Позже потерпевшие рассказали, 4 малышей вооруженные преступники отвели в сторону и завязали им глаза. Взрослым угрожали автоматом и требовали деньги. Андрей Кабанов попытался защитить семью и друзей и получил 2 удара ножом в сердце. Скончался в больнице. Звонили каждый день. В один день они просто не взяли трубку. В этот момент мы очень стали переживать. Узнали такую новость. Сейчас они находятся там и очень все напуганы. С ними работают врачи, психологи. Друзья убитого, как только узнали о трагедии, сразу же приехали в дом его родителей. О предстоящем отпуске в Абхазии Андрей говорил с предвкушением чего-то хорошего и незабываемого. Планировал объехать на машине всю республику, навестить знакомых. Он вообще был человеком легким на подъем. Он был душой компании и спортсменом. Он очень трудолюбивым, он все делал всегда руками, он все умел. И на самом деле он бы заступился так за каждого из нас. Друзья рассказывают, 32-летний Андрей будто торопился жить. Любовь к путешествиям проснулась еще в школе, когда с классом ходили в походы. Потом получил профильное образование. Окончил институт физкультуры, спорта и туризма. И с удовольствием оттачивал навыки то во время речных сплавов, то в многодневных трекингах. Всегда помогал всем. Был очень доброжелательным, очень добрым, очень отзывчивым. Всегда всем помогал. То есть только позитив от этого человека всегда исходил. Забрать тело убитого Андрея Кабанова и вернуться в Москву его жене и друзьям пока не разрешают. К ним представили охрану и спецслужбы